Сначала Золотхана Лероева в больницу не спешила, была уверена, что это просто сезонный грипп. Но когда такие симптомы, как кашель, одышка и температура не спадали уже больше недели, женщина забила тревогу. У 80% людей COVID-19 проходит бессимптомно, либо с легкими проявлениями, такими как ОРВИ или грипп. У каждого пятого пациента коронавирус протекает в более тяжелой форме. Дыхание затрудняется, и человек уже нуждается в стационарной помощи. Мы уже заметили, что последняя форма вируса, омикрон, он протекает вначале даже бессимптомно, или же с невыраженной симптоматикой, но впоследствии имеют место быть сложные такие осложнения, как тромбоэмболические нарушения. То есть десатурация может возникать у пациентов, которые изначально имели какую-то дыхательную недостаточность или заболевание дыхательной системы. Хронические бронхиты, обструктивные бронхиты. Особенно тяжело приходится пациентам пожилым или с хроническими заболеваниями. Это повышает опасность летального исхода. Сейчас в Малгобекском стационаре 15 пациентов. 3 из них на неинвазивной вентиляции легких. По словам медиков, сейчас в больнице наблюдается спад зараженных. Имеется такая тенденция к снижению количества больных. Но, по-видимому, выработка идет коллективного иммунитета, и пациенты, жители планеты уже сумели выработать иммунитет. Так или иначе, либо это после проведенных вакцинаций. Вакцинация – это надежная защита от ковида, заявляют врачи. От самого коронавируса он не спасет, но вот течение болезни будет более легким. Ведь победить коронавирус – это еще полбеды. Потом нужно бороться и с последствиями. Во взрослой поликлинике Малгобека есть все виды вакцины. Привито свыше 50 тысяч человек по Малгобекскому району. Обязательно человек проходит консультацию терапевта, который определяет, нет ли противопоказаний для проведения вакцинации у человека. Побочные явления могут быть, они могут проявляться как слабые признаки ОРВИ, ОРЗ, то есть это ответная реакция иммунитета на введенную вакцину. Это такие как повышение температуры, незначительное повышение температуры тела, першение в горле, общая слабость. Но пока побочного эффекта от прививки в Малгобекской поликлинике ни у кого не наблюдалось. Осложнений у себя не обнаружила и Люда Барахоева. Медработник пришла на ревакцинацию. Ей вводят однокомпонентный спутник Лайт. Прививается девушка из-за опасений за свое здоровье. Она тяжело переболела ковидом в прошлом году. Человек, уже переболевший, зная последствия этого заболевания, решила себя перестраховать, чтобы у меня развился иммунитет, и что если я и заболею, чтобы я его перенесла в более легкой форме. Страх перед вакцинацией не был, так как уже зная, как человек с самого детства привит и перенесший себе вакцинацию, я как сама медик знаю, что иммунитет – это самое главное для человека. Процедура добровольная и бесплатная, а сам процесс занимает не больше получаса. Сейчас в центральной больнице Малгобека идет кампания по детской вакцинации. Как от ковида, так и полиомиелита. Хава Гайзекова, Магомед Даскиев, Новости 24.